Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ушуйсо. Аслам ашвуаль. Машал хиль. Так. Привет из Беларуси. Привет, Беларусь. Добрый вечер, Жен. Андрей, привет. Ва алейкум салам, алейкум салам. Так. Собираемся потихонечку. Сейчас я свет настрою. Вот так вот. Вот так вот. Салам из Крыма. Салам, Якуб. Салам, Крым. Всех приветствуем. Вот нас уже собралось быстро уже. Так, Фриман 007. Я ник поменял. Аслан. Так, очень хорошо. Машволь. Маршал Хейл. Халид. Доброй ночи вам из Казахстана. Марк Джирос. Доброй ночи, Казахстан. Так. Тут я сейчас отключу. Все слышно, все видно. Так, начнем. Салам алейкум, Асан Кабардин, Балкария, Юсуф. Ва алейкум салам. Аудман, салам из Бельгии. Салам, Бельгия. Салам, братья, Грузия. Салам. Аслан, сегодня был митинг в Гамбурге. Фриман 007. Да, сегодня был в Гамбурге митинг. Альхамдулиллах. Слава Богу. Все хорошо. Гражданское общество формируется. Это железобетонно сегодня я для себя уяснил. Гражданское общество у чеченцев есть, было, и я уже знаю, абсолютно убежденно знаю, что оно будет у нас всегда. Если у нас есть гражданское общество, значит и мы есть. Так, все отлично. Абдулла Земляной. Ассалам алейкум из Татарстана. Ва алейкум салам, Абдулла. Салам все из Америки, Эдуард Мамедов. Салам, Америка. Салам, Эдуард. Арман БМВ. Аслам, привет из Краснодара. Привет, Краснодар. Привет, Арман. Видно будет с митинга. Мелхи. Видео будет с митинга. Если это вопрос, то да, будет, конечно же. Сделаем видео. Что там на границе с Осетией, Вячеслав Загаинов? Я не знаю, Вячеслав. Абрег, Украина. Ассаламу алейкум всем мусульманам. Привет всем остальным. Привет, ва алейкум салам. Ассаламу алейкум, Аллаху аттубойла. Что за митинг был? Иман спрашивает. Ва алейкум салам. Митинг был посвященный против депортации, незаконной депортации, на пытки, выдачу в России, на пытки и смерть чеченцев. Видео Юйбою, видео есть, видео монтируется, ничего не успел, только вот добрался до дома, в попыхах быстро, сейчас все делаем. Мансур, ассалам ашал, дохли галачур, ва алейкум салам ашал, хил галачур, Мансур, дерейс хуйль. Салам с Киева, салам Киев. Салам из Америки, Ливан Лабжанизе. Салам, Америка, салам Ливан. Халид, ассалам алейкум из Хамби Его Илара. Цермет кштаитер биволи датсом сош. Постоянно того, что ва алейкум салам. Адам, ассалам алейкум, брат с Ингушетии. Ва алейкум салам. Это брату с Ингушетии. Так, чеченские хакеры, Америка. Так, чеченский автобус остановили, драка была. Да, это я видел. Была драка, это было вчера, по-моему. Вроде уже все закончилось. Была драка. Короче говоря, разные провокаторы провоцируют. Так, From the Mountain. Аслан, добрый вечер. Приветствую, Грузия. Добрый вечер из Борисполя. Украинан спортсмен.
Приветствую Борисполь, приветствую украинских спортсменов, и тебя в том числе, и вас в том числе. Айдер Гиримли. Салам алейкум. Ва алейкум салам, Айдер. Салам алейкум, Крым. Я. Вы уже стали для некоторых как новости, телевизор смотреть не надо. Ну вот, пришлось стать ведущим, журналистом, телеведущим или YouTube ведущим. Как найти? У всех у нас на душе неприятный осадок от того, что Запад нормализует отношения с кремлевской хунтой. Но как мы, более старшие, помним, это было и в первую, и во вторую бойню. Да, конечно, есть неприятный осадок. Здесь есть агенты влияния, здесь есть люди, которые имеют какие-то свои там шкурные интересы. Здесь есть идейно считающие, что им вот этот коммунистический, еще союз коммунистических времен режим, по сути, КГБшный режим, это никакой не коммунистический. Идеология коммунизм была прикрытием, да, ничего настоящего не было. Всем управляла КГБ. То же самое и сейчас. Есть старая агентура еще со времен Штази, здесь в Германии, например. Поэтому есть, конечно, разного люди. Люди обманутые есть. Российская пропаганда, мы знаем, ведется очень усиленно, тратятся миллиарды долларов на эту пропаганду. Поэтому, конечно, есть обманутые люди. И, конечно же, в Европе есть минусы, где их нет, да, только в раю, наверное. Не, наверное, нет, говорят, нет минусов. И мы можем только быть всем довольны в раю. И здесь, конечно, есть свои минусы, на этих минусах умело путинский режим играет, манипулирует этим. Есть националисты, есть нацисты, мы знаем, что есть, хотя немцы излечились от этой болезни, но манипулируют, как могут. Поэтому и вот этот неприятный осадок, конечно же, у нас появляется, когда кто-то пытается договориться. Вот кажется, ну все, теперь путинский вот этот КГБшный режим стал не рукопожатным, все, теперь хана этому режиму, вроде кажется так, да? А потом появляются какие-нибудь люди, которые говорят, ну вот, там надо налаживать отношения с Путиным, Путин не такой плохой и так далее. Путин абсолютно плохой, поэтому налаживать с ним отношения никто не должен. И могу успокоить, никто не намерен с ними налаживать отношения. Да? И даже вот этот Трамп, на которого я в прошлый раз катил бочку, скажем так, да, даже этот Трамп, после того, как он встретился и потом давал у себя на военной базе в Японии, встречался с военными, и им сказал, я встречался с президентами, с премьерами и с диктаторами. Диктаторов там только два, это Северная Корея и Россия. Поэтому он не сказал с диктатором, он сказал с диктаторами. Поэтому роль этого человека определена, и они уже не могут переиграть, да, это как запущенный механизм уголовного дела. А президенты, это официальные лица, все, что они говорят, имеют юридическую силу, и после этого им переигрывать, конечно, будет сложно. И слишком сильно запущен механизм, чтобы его можно было остановить. Единственный выход остановить вот этот запущенный по уничтожению путинского режима механизм есть только один. И то это не стопроцентно. Упасть Путину на колени перед Трампом, допустим, или перед Сенатом США и слезно молить. Я абсолютно уверен, что он будет это делать, если он поймет, что это будет стопроцентно выгодно и 100% выгорит это дело. Но это не факт, что оно выгорит. И поэтому, Вова, goodbye. Алхамдулиллах. Так, всем салам, всем алейкум салам. Елена Орлова, салам. Украин спортсмен, тоже. Арби, салам. Джон Маккейн, молодец. Продолжай. Это Джон Маккейну ты говоришь, да, молодец, который
недавно умер. Так, да, Джон Маккейн был реально тем человеком. Жаль, что его не выбрали президентом. Мы бы увидели бы просто колоссальную схватку, вернее, уничтожение, да, морального уничтожения путинского режима Джоном Маккейном. К сожалению, Джон Маккейн не стал президентом, и, к сожалению, он умер. Ассаламу алейкум, Аслан. Какая у тебя цель финишная? Про хайб. Ва алейкум салам. В смысле, какая финишная? Я уже каждом стриме это говорю. И у меня под видео есть описание. Наказание всех виновных до оккупации нашей страны. У меня все просто. Салам алейкум. Крыму на стройках кидают страшно наших, говорит Мага Магомедов. Ва алейкум салам. Так, Людмила, но это логично и, возможно, будет продолжаться подобное. Всему виной Северный поток-2, не так ли? Да, в том числе Северный поток-2, но не только он. Конечно, это вот финансовая составляющая, материальная составляющая, она играет большую роль для вот западного мира. Западный мир, хоть он и позиционирует, декларирует себя как защитником прав человека, да, основное это человек и его права, человек и гражданин, но когда в дело вступают крупные бизнес-компании, крупные бизнес-интересы, возникает такая ситуация, что вот эти права человека иногда задвигаются. И возникает мысль, точно ли права человека все-таки на первом месте, как, да, об этом декларируют. Поэтому хотелось бы, чтобы как написано в законе, так и было. Ну, Северный поток-2 играет роль, конечно же. Фриман 007. Аслан, меня вчера забанили у Тумсо, модер, я заступился за тебя. Тебя обсуждали на всеобщую всякую чушь, пиша Тумсо бот, и я еще несколько заступился за тебя, и нас забанили. Ну, вы свидетели, я протягивал руку дружбы, мы делаем одно дело, как бы, да, по идее, должны делать одно дело, и вы свидетели. Поэтому, не надо за меня заступаться, пускай своим делом занимаются. Так, Фатом НСН. Очередной псевдочеченец, который убежал в страны христианские. Это ты мне вопрос задал, да, получается? Почему я псевдо? Я самый что ни на есть чеченец. Так что все отлично у нас. Да, вот здесь Ахем пишет. Еврочеченцы, побольше освещайте проблемы беспредела в Чечне, делайте побольше обращений. Да, конечно, это единственное, что мы сейчас, как мы можем помогать своим гражданам, которые находятся у нас в оккупированной стране. Но я бы забыл вот такую вещь, как терминология, да, мы не еврочеченцы. Когда нас будут делить еврочеченцы, как раньше нас делили, оппозиция, не оппозиция, ваххабиты, суфиты, там разные, это разделение идет. Мы чеченцы, мы граждане Ичкерии. Мы можем быть разных взглядов, мы можем проживать где угодно, мы можем быть разной национальности, но мы являемся гражданами Ичкерии. Или же чеченцы, да, как тут гражданин Германии, любой национальности, называется немцем. Мы наших русских, наших армян, наших евреев будем называть чеченцами или гражданами Чечни. И это вот как мы должны делиться. Гражданин Ичкерии, гражданин Чечении или не гражданин. Еврочеченица это очень плохая вот это и такое обозначение, которое нас будет делить. Да, это там еврочеченцы. Нет, мы не еврочеченцы. Освещать будем. Далмула. Привет из Беларуси, Олег Станкевич. Приветствую, Беларусь. Шебутной волк. Ассаламу алейкум, Асан. Скажи, как ты относишься к таким блогерам по чеченской тематике, как Тумсо Абдурахманов или Дима Винт?
Диму Винта я не знаю, про Тумсо я говорил много раз, поэтому что еще сказать? Ва алейкум салам. Арни Гетекс, ассаламу алейкум. Асан, я не могу понять, что между тобой и опять Тумсо. Вроде одна цель у вас. Можешь сказать, что случилось? Говорил я много раз, ва алейкум салам, много раз говорил. а, И руку помощи протягивал, и обращение в поддержку записывал. Все делал, но человек не хочет. У меня нету каких-то своих личных интересов. У меня есть интерес защита прав самого ущемленного народа в мире. Все, у меня больше ни с кем никаких проблем нет. Валлахи нету и не будет. Если человек на этом пути, если он придерживается, если он не наносит вред этому делу, я, вот, я не знаю, что с ним. Наверное, боится, что я у него там подписчиков веду. Шаряни Ази, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Аслан и всем, кто сейчас в эфире. Добрый вечер всем. Так, мусульманам, не мусульманам, атеистам, всех нацистов и психклинику закрытого типа и 4 вышки с автоматами. Всех нацистов, психклинику закрытого типа и 4 вышки с автоматами. Да, ну, можно без автоматов. Чечена. Аслан Сацаро, ассаламу алейкум, с Берлина. Хатум свой башт сахилар. О, дог ица шушинин хюш усшинна резу. Башт хлети щащин. Опять же я говорю, мадите тишвак, одно и то же. Одно и то же. У меня нет никому, ни с кем никаких проблем. Ни с кем. Абсолютно. Да? Так, давайте я чуть перемотаю, господа. Тамерлан Баек Рахмади Иркен. Ассаламу алейкум от Башкиров из Омска. Была ли озвучена тема трансляции? Ва алейкум салам. Нет. Всем салам из Башкирам. И не только с Омска. И тема озвучена не была, я сейчас ее хотел озвучить. Так, сейчас только что, вот сегодня передавали, что было нападение на оккупантов то ли, коллаборантов то ли, да. Я не знаю, на кого конкретно говорят, но ситуация такая, очень такая расплывчатая. Кто-то напал, взорвался, обстреляли, одни говорят, 2 погибло сотрудников оккупационной там службы, одни говорят, 1 погиб. Но я хочу напомнить случай с Кариной Спиридоновой, которая несколько месяцев назад, идет девушка к блокпосту, есть съемка, у меня на другом канале Ичкерия Лайф, я его озвучил на русском языке, там они говорят по-чеченски, и в машине слышно, до того уже они это делают как-то безалаберно, да, ну так, ну взяли, взорвали человека, и все, девушку молодую, взорвали, и все. Два голоса, да, тихо, идет, какой красивый был взрыв, по-чеченски они это говорят. Вот, в принципе, то, что сейчас произошло, это может быть именно вот очередной вот инсинуацией, да. Я, может быть, ну, я более чем уверен, да, что это, скорее всего, инсинуация, потому что никто ничего не знает. В Катарюрте этого не произошло. То, что они сейчас заявляют в Катарюрте этого не было. Говорят, сперва сказали в Катарюрте, теперь говорят, где-то это было там в Очхой-Мартановском районе, где-то в районе Бамута, потом еще где-то разные там слухи поступают. Но в Катарюрте ни справа со стороны там Очхой-Мартановского, ни слева там со стороны Валерика этого не было. Как бы такая вот информация. К сожалению, у меня нет информации с самого Катарюрта, но у нас здесь в Гамбурге очень много проживает людей из Катарюрта, которые просто не подтверждают эту информацию. Никто не слышал и не понимает никаких там выстрелов, нападений, ничего этого
Ничего это нет. Значит, у меня есть все основания полагать, зная, с каким режимом мы имеем отношения, этот режим убивает невинных людей каждый день. Сегодня мы делали митинг против депортации именно вот из-за этого режима, из-за таких вот преступлений, которые они совершают. Я могу сказать, что больше склонен считать, что это была инсценировка, да, и убили какого-нибудь человека, который у них находился в плену. Вот по поводу на сегодняшний день поступает такая информация. Если у вас у кого-то будет информация, кто не находится в Чечне, пишите здесь комментарии, мы будем ее комментировать. Так, Хаджана Средина, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, Аслан, ассаламу алейкум, Аслан. Я тоже Аслан, я казах и люблю братьев чеченцев, слава независимой Ичкерии. Ва алейкум салам, тезка. Спасибо, героям слава. Так, Асдес, чеченка, девушка из Франции, спасла утопающего мальчика. Да, был такой случай, девушка, ну, женщина с 3 детьми была там где-то у моря, и увидела, как тонет ребенок. И она, не умея плавать, прыгнула и спасла. Да, об этом, конечно, ни Deutsche Welle не напишет, об этом не напишет канал Ost-West, который при каждом удобном случае пытается всячески подчеркнуть, какие мы бандиты. И это наводит на определенные размышления о тенденциозности этих каналов, именно русской редакции. Остальные редакции, это, конечно, нормально. Все вот эти русские журналисты, которые там, русскоговорящие все журналисты, которые сюда приезжают, они плоть от плоти вот этого имперства, которое было, за редким исключением. Поэтому мы будем следить за этими каналами, мы будем, у журналистов кроме репутации ничего нет, и мы эту репутацию будем ее под микроскопом рассматривать и говорить: будьте любезны, соблюдайте этикет и не врите так нагло на нас. Так, вот так мы свет сделаем, что-то как-то мутно. Так, поехали дальше. Так, задонатил Эдуард Мамедов. Спасибо, Эдуард, как обычно, без вопросов. Эфрит задонатил. Спасибо, тоже без вопросов. Если вот донатите, да, вот суперчат, чтобы эта функция, в первую очередь, что видно было вопрос, пишите, пожалуйста, вопрос, чтобы я ваши вопросы не пропускал, если хотите так. А так, конечно, всем спасибо за поддержку. Мелхи. Так, Ичкери Лайф. Ассаламу алейкум, опоздал немного. Ва алейкум салам. Ничего страшного, все нормально. Мелхи. Асан, как ты считаешь, что должно быть первично, мнение или разумение, когда у тебя в чем-то сомнение? Очень сложный вопрос, Мелхи. Мнение или разумение, когда у тебя в чем-то сомнение? Здесь надо пояснить, что такое мнение и разумение. Что ты подразумеваешь под словом разумение. Поэтому я затрудняюсь ответить. Сложный вопрос. Ну, за сложность лайк. Путина пора обвинять в геноциде. Стоит грохнуть одно куйло в Кремле, и все жертвы прекратятся. Везде, где оно, война ведет. Да, но знаете, это не только один Путин, да, я его называю. Так, ну что, вернулись мы. Все видно теперь, да. Так, и вот по поводу вот этого, которого надо грохнуть, замочить в сортире, которого предлагают здесь. Ну, на самом деле, дело не в одном Путине. Нужна люстрация, нужна ну, совсем полное просто переобразование государства российского.
Ну, это в их целях. Ну, конечно же, когда вот этот Шариков, царь Шариков предстанет или перед судом, или перед Господом, то, конечно, изменения будут. Потому что вот этот Шариков все замкнул на себе. Так, Кингом Шульц. Аслан, как ты относишься к Тимуру Муцераеву? Нормально отношусь к Тимуру Муцераеву. Мне некоторые вещи из его творчества не нравятся, некоторые нравятся. Ну, как творческой личности, талантливый человек. Да, к сожалению, сейчас отошел от дел, поэтому вот это, конечно, не очень хорошо. Надо было продолжать борьбу, потому что эта борьба, его песни многих поднимали на защиту. Так. Байсангур, все должны говорить, что Путин террорист. Да? Ну, я вот заметил, Россию хотят сделать спонсором терроризма, скорее всего, ее сделают спонсором терроризма. Но спонсор терроризма это еще не террорист. Террорист это вот если ты сам, да, приказываешь сам или исполняешь это. Если вот тогда ты террорист. Но для этого у Америки, видимо, не хватает доказательств, да, как говорится, все очевидно, но недостаточно. Но, конечно, Россию уже признали, уже все чаще мы можем слышать от европейских и в первую очередь от американских наших партнеров, да, как они говорят, что это бандитский режим, что это тоже, да, не намного лучше террористического режима. А еще если он еще и бандитский спонсор терроризма, ну то все хана. Ну какие дела можно иметь с бандитом, который финансирует еще террористов? Так, то, что дома в Москве взрывали в 99-м, что Беслан, Норд-Ост и другие теракты, это прерогатива доказывания русских. Другие взорванные самолеты, там много чего, там, если только надо, если начать это копать, там же много было. Помните, когда захватывали школу в Беслане, 2 самолета было взорвано, об этом же не говорят. Эти два самолета были уничтожены. Басаев говорит, там были его люди. И их сразу же уничтожили в воздухе. Ну и куча, тот же, например, сбитый, уничтоженный самолет с польским военным и политическим руководством. Около 100 человек погибло. Да, все руководство, весь свет, военный, министр обороны, президент, жена президента, ну все погибли, кто там главные роли, да, исполняет в стране. Это тоже террористический акт. Эти люди ехали в Катынь, место, где КГБшники расстреляли тысячи польских солдат и офицеров. Вы можете представить? И чтобы вот этот Лех Качинский не отдал дань уважения, памяти вот этим погибшим, КГБшники опять же его взорвали. Да? Ну, это должны заказывать поляки. Поляки должны не только доказывать и своих союзников чеченцев пропускать через границу и не держать их там в таком ужасном положении. Это позор просто, позор. Вот этим всем декларациям о правах человека позор. Позор всем вот международным институтам, разным ЕСПЧ, ПАСЕ, ООН, там, ну, все эти организации, которые финансируются там сотнями миллионов евро, эти люди должны видеть, что там происходит, и должны обращать внимание. Не народ должен об этом кричать, да, вот как я, например, представляю вот этот народ в своем лице говорю, вот смотрите, что вы творите. Они должны реагировать, институты международные, которые за это получают огромные деньги. Для чего вот эта вся бюрократия? Для чего это все делается? На глазах это происходит. То, что выдают сейчас, из Германии выдают, из других европейских стран выдают, на пытки и смерть. Где международные институты? Где вот эти все люди, которые обязаны защищать? В каждой из этой организации есть отделы, там крупные просто отделы, которые занимаются защитой прав человека. Где защита прав чеченцев? Скажите мне. Польша должна на это реагировать. И Польша должна привести к тому, что был террористический акт.
по убийству их военных и должна набраться смелости, если имеет у себя базу НАТО, открыто начать говорить, хотя бы говорить, да, хотя бы риторика должна стать соответствующая. Конечно, за риторикой должны последовать действия, и этого Польша не хочет, да, и Польша очень сильно на многие годы, да, возненавидела Россию, и на многие годы, да, все изменится. Поэтому, да, мне кажется, на века то, что было, да, убить десятки тысяч или там тысячи польских офицеров и солдат, и президент едет почтить память, и убивают президента и все военное руководство, военное политическое руководство. Ну, кто еще так делал в этом мире? Что еще должно случиться с этими людьми, чтобы они поняли, что чеченцы бегут вот от таких людей? Уважаемая Польша, уважаемая общественность Польши, да, у Польши демократия, люди влияют на свое руководство, на свое правителей. Правители, они не как цари, как в России. Они такие же люди, как и мы можем им говорить, они должны исполнять, должны обращать внимание. Да, они не всесильны, но они должны нам помогать. Мы, чеченцы, бежим от них, от таких людей, которые убили все их руководство. Вот поэтому надо признать Россию не только спонсором, а террористом. Ну и будет неплохо, даже если будет спонсором терроризма. Ну, слава Богу, скажем на это. Слава Богу. Так, давайте я почитаю ваши вопросы. Ислам Ардашев. Аслан, сделай возможность доната, а не суперчат. Не каждый хочет вводить номер карты. Ну, я не знаю, Ислам, номер карты вводить надо в любом случае, даже если это будет donatalers.ru, да, это российский, а это американский, поэтому ФСБ это точно не попадет. Ну, по крайней мере, я так надеюсь, да, что не сольют информацию. Поэтому, кому есть угрозы, конечно же, не посылайте никакие донаты. Донат Алерсу это ФСБшная, это российская тема, которая полностью контролируется ФСБ. И, конечно, они не будут там всех блогеров проверять, да, ну, таких блогеров, которые там, их режим называют таким, какой он есть на самом деле, конечно же, они его будут контролировать. И вот все, кто пошлет с телефона или еще как-то, конечно, там же и карта привязывается, и номер телефона узнается, и эти люди просто попадают в списки. Все, кто посылает на вот эти донаты.ру. Донаты.ру это изначально была американская компания, потом, как обычно, раньше воровали, а сейчас что не могут украсть, покупают, сейчас бабки есть. Россия через Mail.ru выкупила этот Донат.РС. И я об этом делал специально отдельный ролик, поэтому я не могу этим заниматься. Кто хочет анонимно, например, там помогать, да, тот вот сейчас у нас будет марш за верховенство права и справедливости с Страсбурга до Женевы, который организовывает Саид Амин Ибрагимов и наша международная ассоциация мира и права человека. Я сейчас здесь поставил, биткоины есть, да, такая услуга. Биткоины абсолютно анонимные, вы можете присылать биткоины, вы можете присылать на PayPal или делать вот сюда суперчат, да, отправлять. И PayPal это не российская, как мы знаем, YouTube тоже. А биткоин, я вот с человеком тут общался, он мне все про это рассказал, теперь я в какой-то степени специалист по биткоинам. Это тоже никак не контролируется, это очень удобная вещь, кто хочет помогать, кто хочет анонимно это делать. Никак, нигде это не выявляется. И даже когда вы присылаете мне, я не знаю, кто мне это мог прислать. То, что и я сохраню, да, в конфиденциальности, в этом нет никакого сомнения. Но даже я не могу этого узнать. Так, Байсангур, интернет и мощность, и то есть, говорит, да надо добавить до интернет мощность. Нет, Байсангур, у меня отличный интернет. Прошлый стрим был тоже отличный, не было вот этих атак. Но они атакуют, по всей видимости. По всей видимости, они дидосят, да, и атакуют. Ну, может быть, так это связано.
потому что нас всего там 550, это вроде бы немного, да, бывает и 2-3 тысячи, там, и 5 тысяч, и 10 тысяч, и 20 тысяч бывает смотрят, да, и ничего в этом смысле, ну, как бы, не мешало, чтобы зависал этот интернет. Шебутной Волк. Говорят, что в Европе связь плохая по сравнению с РФ. В Германии плотность населения высокая, и все население любит интернетом пользоваться. Да, связь здесь в Германии, по-разному, по-разному. Есть плохая где-то, где-то есть хорошая. Так, Рамазан Ильясович, пенек объявился. Я бы не хотел бы об этом говорить, Рамазан Ильясович. Профан Эйнштейн, бро, тебя технари из ФСБ глушат. Профан Эйнштейн говорит, опять. Да, по всей видимости, ну это делается, я видел это у украинских блогеров, прямо ему звонит на чат рулетки, да, человек, и говорит, сейчас я тебя буду досить. И только кладет этот Полтава, Андрей Полтава кладет, его начинает досить. Потом он опять с ним выходит на связь, чат рулетки, там сбивают, перезагружают, все это происходит. Опять вот это все происходит. И он с ним связывается и говорит, ну как я тебя задосил. Прям сидит в открытую, говорит там один этот шнырь. Может не он сам лично, но он может звонить кому-то, давайте досьте его. И там сидит какие-нибудь там эти хакеры. Так, Штирлицев. Аслан, почему так легко столкнуть два братских народа? Твое мнение. Ну, что ты имеешь в виду? Какие два братских и почему так легко? Если ты про чеченцев и ингушей, их не столкнули, и попытки давно идут, и не столкнули, не столкнут, и это нелегко, как ты видишь. И дай Бог, никогда не столкнут. Шали, в новостях Пулкина говорят, в районе Бамут один человек напал, убил прикомандированного с Кемерово и сам погиб ответным огнем. Вот это уже более похоже на правду, если уже говорят откуда, кто. Но надо сказать одно, да, мы правозащитники, мы за международные права, но мы должны сказать одно. Человек, который находится на... Да, есть комбатант и некомбатант. Да? Комбатант это вооруженная цель, или даже если не вооруженная цель, это может быть там какой-нибудь другой человек, который является по международному праву законной целью. Все, кто пришел с оружием оккупировать нашу страну, являются комбатантами. И это международное право говорит. И эти люди знают, куда они едут, и знают, что их могут уничтожить. Сегодня у нас нет сил этого делать. Мы сегодня не можем захватывать города, мы не можем захватывать там целые районы. Но при всем при этом, тот, кто это сделал, это герой. Я считаю, что все, кто совершают преступления против нашей страны, нашего народа, мы сегодня вот в этом тяжелейшем условии, где нас депортируют, где мы здесь проводим митинги, продолжаем свою борьбу, мы это делаем, потому что вот такие из Кемерово приезжают к нам в нашу страну. Если бы этих кемеровчан или других там амчан или других там оккупантов не было, мы бы жили бы у себя в стране. Я лично жил бы у себя в стране. И я знаю, многие, кто меня смотрит, жили бы у себя в стране. Поэтому преступлением это не является. Уничтожение коллаборантов и вооруженных, да, сотрудничающих с оккупационной властью и оккупантов. Преступлением это не является. Но я хотел бы, я понимаю даже, валлахи, я понимаю, когда у тебя не хватает терпения, да, кто побывал там в пытках, убийствах, там потерял много людей, той несправедливости, люди обращаются в религию, понимая, что нет возможности победить. Да? Когда ты уходишь на войну, у тебя есть какой-то шанс, у любого военного, да, есть шанс остаться в живых. И мы знаем, что во время Второй мировой войны немецкие армии сотнями тысяч сдавались. Русские, как мы знаем, советские, миллионами сдавались. И когда у тебя нет сил и желания воевать, ты, конечно, ты сдаешься. Но когда вот эта несправедливость так сильна, когда ты обращаешься к Богу,
и нас называют разными радикалами, там, исламистами, там, разными там, каратистами. Так вот, мы стали такими, потому что нас вынудили сделать. Россия нас в первую очередь вынудила. И вот лицемерное отношение Запада к тому, что происходило у нас радикализировало. Я понимаю. Но я понимаю, я знаю, что если мы жили бы в нормальном обществе, мы бы не радикализировались бы, мы бы жили бы нормально, растили бы детей, содержали бы своих родителей, учились бы, работали бы и так далее. Если бы нас оставили в покое, да, но нас не оставили. Я понимаю этого парня или других таких парней. Не знаю, насколько вот эта информация сейчас, которая она достоверна. Но при всем при этом я призываю всех чеченцев сохраниться. Эти шаги отчаяния, которые, конечно, напоминают о том, что было, но они так глушат информационно, вас обзывают террористами. Этот человек не является террористом, да, там, террорист совершил самоподрыв. Террорист – это который запугивает, террор – это страх, да, террорист – это который запугивает. Тогда любой военный террорист, да, он тоже запугивает, да, он подавляет силой сопротивление, любое сопротивление, даже оккупант и даже защищающий. Но этот человек не террорист, этот человек борец за свою страну, за свободу, как он ее видит, как он остался в таком ситуации. Это не сегодня появился человек, жили прекрасно чеченцы, у них никаких проблем не было, они не потеряли 25% населения, и вот тут резко взбрело в голову какому-то сумасшедшему пойти взорваться. Нет, это не так. Я не знаю, скорее всего, это молодой человек. Но если это молодой человек, то 25 лет – это целая жизнь молодого человека. Мы прожили на войне. Мы потеряли, мы сейчас находимся в тяжелейшем состоянии. И только благодаря тому, что в Украине произошло столкновение Америки и России, ситуация по отношению к России изменилась и будет меняться. Но она не изменялась, когда геноцид происходил над нами. И почему у нас не принимают это заявление? Не только потому, что боятся Путина, там, что вот там с ним торговать надо и так далее, а потому что нам придется некоторые на суде называть фамилии некоторых европейских чиновников, из ПАСЕ того же, из Европарламента и других там организаций, которые не выполнили до конца, да, это называется преступная халатность. Там же не просто там какой-то инцидент произошел, там убийство целого народа произошло на глазах у всего мирового сообщества. Но извините, мы можем об этом, конечно, не говорить, но это факт. А говорить мы будем. Извините, кому-то это может не понравиться. Поэтому я призываю всех чеченцев не отказываться, да, когда вот они так лицемерно себя ведут, не отказываться от этого международного права. Это не сегодняшние политики придумали это право. Это международное право формировалось веками. Оно было сформировано там совсем недавно, относительно недавно, но оно формировалось веками. И в этом международном праве есть и большой вклад чеченцев, мусульман, всего мира, да, на основании вот разных эпизодов жизни происходил этот. Да, может, чеченцев он небольшой, но наш вклад, наши академики, это науки свободы. Вот какие у нас академики. Мы Нобелевские премии должны получать за свободу. Таких больше нет. Вот в примере, может, у каждой страны там появляется 1-2 таких, и которыми они восхищаются и воспевают их в истории. Но у нас за 25 лет появилось, посмотрите их сколько. Дудаева во всем мире цитирует. Масхадова, который блестяще проводил операции. И когда он оказался в окружении, смерть предпочел плену. Не отказал. Кто из сегодняшних президентов отказался бы от жизни и пошел бы в черный плен, который ему гарантировали? Ендерби Зелимхан, который встречался с Ельциным, посадил его напротив. Кто может сегодня так сделать, да? Заставить там пересесть там президента
России, ну, кроме американцев, допустим. Остальные там улыбаются там и так далее. И так далее, и так далее. Поэтому сегодняшняя вот гибель этого парня, это нам всем урок, напоминание, что ничего не закончилось. Люди готовы отдавать свои жизни, жертвуют и будут жертвовать ровно до тех пор, пока мы не получим сатисфакции. То есть восстановление справедливости, восстановление наших прав, которых у нас нет вообще. Вот мы, ну, минимальный уровень этих прав. Ну, практически их нет. Да? За нас решают все, кто угодно. Да? Вот такие вот дела. Я призываю всех чеченцев. Шайделдеш, и цавич хиц далумадацер. Шу елсмани дел оле. Газуат дах оле. Елсмани шахит хилвол оле. Шу шаш дойш. Анам цадик бол. Нохчи вац. Нохчи вышхуль. Нох Кадырович, ола нохчима уйцанюк, а нахцабай, а наха бушун. Вайгу адица ишген. Яре предатель шер, ишем яре бюхум шер. Вай айдал долш, вай президент долш, вай шадек долш шена. Цюна остехил дир бюшбеш. Хинц бешем, ирбели, кегена, ки, там, цацумнах, киетаке, дохоболь, духна буцанюка. Цундела шевега вай, вагу виз, давах виз, арсуна уцахуль. Хорани уой цанюка, дик наш буцанюка, дуку у наша буцанюка, иш дик бол что бол. Цундела шайдел даш мадай итарашаш. Шайдел даш, я призываю всех, не убивайте этих, не жертвуйте своими жизнями. Я просто, я не знаю, как вас попросить, и чтобы вы сохранили свои жизни. Такие люди нужны нам, нужны нашей будущей свободной стране. Надо сохраниться. Все, что могло с нами случиться, оно уже случилось. Просто давайте сохраниться. Добиваться дешца. Если этого большого результата не приносит, да, твоя жизнь, и они минимизируют эту ситуацию. Сейчас они скажут, террорист был, исламист был, там туда-сюда. Аслан Масхадов не был исламистом. Аслан Масхадов не был террористом. Хотя Путин его также называл террористом. И кого Путин называет террористом, этот человек не является террористом по факту. Только из-за того, что Путин назвал. Скорее всего, это ровно наоборот. Если человека называют Россия, ФСБ, их структуры террористом, то с большей вероятностью можно сказать, что это не террорист. А Аслан Масхадов также отдал свою жизнь. Другие наши все отдали жизни, которые не отступились. Да, некоторые подрывали себя, которые не были никакими террористами. Они защитники своей страны, они борцы за свободу. И эти люди не могут быть террористами. Так же, как этого парня я не буду называть террористом, я его не считаю террористом. Может быть, у него были взгляды, там, что вот сейчас он нанесет этот урон и этим он их запугает, да, самоподрыв, если это такое было. Самоподрыв, это, в принципе, делается, если ты не можешь достать его, да, там, на машине подъезжаешь, там, взрываешься, что по-другому ты не можешь. Или ввести их в ужас, да. Ужас они видели, они уже сейчас так обезопасились. И вот эти единичные вылазки, они никакой роли не играют. И Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, другие наши лидеры, которые сражались, Буденовский был Аслан Шамиль Басаев, и другие наши тысячи, да, их всех имена назвать, там 10 эфиров не хватит. Эти люди также верили, что попадут в рай. Они знали, что или они свободу получат, или после смерти они попадут в рай. Потому что мы, мусульмане, в это верим. И никто нам не может это запретить. Потому что это часть нашей религии. Религия это не то, что там вот так делай, там, как Духовное управление мусульман России говорит, а вот так не делай. Ты веришь так, как то, это религия свободных людей. Ты веришь, как ты хочешь верить. Точно так же и христианство. Ты должен верить не попу, там, церкви, там, свечку ставить, а сам верить и напрямую обращаться к Богу. Ну, если хочешь, не напрямую, там, через иконы, как угодно. Но это их право. И наше право такое же. И этот парень, если он себя так повел и посчитал, что он попадет в рай, это не значит, что это исламист, террорист, и он ненавидел всех кафиров, всех неверных. Это не так. Это не так.
Я знаю, что украинец один подорвал себя, когда уже у него не было возможности, но он мог сдаться и сохранить жизнь. Но украинец в Украине воевал, он тоже террорист, военный, доброволец это был. И я читал об этом. Но точно так же делают и чеченцы. Но я призываю не делать этого. Они минимизируют эффект от того, что происходит. Да? Потому что все информационное поле ими занято. Да? Ничего не может утечь, да? Произойти там минимальная утечка. И все, уходит официальная версия. Лживые, лицемерные, русскоговорящие, вот эти все журналюги подхватывают. Даже которые здесь на Западе говорят, да, вот этот там был террорист. Нет уж, это не террорист. Даже если у него, опять же, это была религиозная составляющая. Но я призываю, и мы все верим, и я верю, что я попаду в рай. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И я призываю всех чеченцев не совершать никаких актов. Пожалуйста, постарайтесь сохраниться. Вот что я хотел бы сказать. Всем его родным и близким я выражаю глубочайшие соболезнования. Дал дехал уэле, дал газу уэле, дал иман собор луэль, газу дал газу обал дуэльчин. И дукас. Если, конечно же, это так. Но это не касается только этого парня. Это касается всех, которые не призывают убивать всех неверных, всех людей на земле и так далее. Если бы они это призывали бы, они бы делали бы это в другом месте, а не в Чечне. Да? Можно было в конце концов там, уехать в другую страну и это сделать. Но это не делается. Значит, этот человек не террорист. Так, я пропустил, сейчас я перемотаю, так что не обижайтесь на меня. Аол Пржда. Это, видимо, забанено здесь пишет, потому что они делают новые ники. И говорят, Аслан, почему некоторые распускают слухи, что ты связан с ФСБ? Говорят про твоего брата, что он работает в каком-то ОВД. Мой брат живет здесь, в Германии, и он не работает ни в каком ОВД. Он гражданин Германии, он с детства здесь живет, он не имеет никакого отношения ни к каким силовым структурам. А то, что слухи распускают, ну это про всех распускали. Про Дудаева говорили, про Масхадова говорили, про Басаева говорили, про кого только не говорили. Про Закаева говорят, ну про всех. Так, перемотаем, господа. И Шебутной волк. Если сложить все вместе, портреты Ахмада Кадырова и Путина, которые сегодня развешаны по Чечне, то будет в итоге пирамида выше, чем в Египте. Парафанштейн, а насчет киви кошелька разузнай, Аслан. Насчет киви, пожалуйста. У меня друзья в Чечне тоже хотят то дело материально поддержать. Парафанштейн, киви кошелек это что же российская тема? Киви кошелек это российская тема. Так что, извиняйте, самый лучший способ для безопасности, да, если кто-то реально хочет помогать, реально развивать это дело, будем развивать. Чем быстрее, чем больше у нас будет материальных средств, тем мы быстрее будем это делать. Это можно делать через биткоины. Заходишь, покупаешь эти биткоины, можно на флешку, маленькую флешку, всунул на этот биткоин, покупаешь биткоины, на флешку биткоины, в карман флешку, к любому другому компьютеру подошел, подключил, все, зашел в свой кошелек, достал эти биткоины, хочешь сколько хочешь. Это вообще университет. Меня так все это понимал, но вот я теперь уже, можно сказать, мини-специалист в этой области. Антитеррор через... Хамзат Келу, Аслан, когда я 3 года назад был в лагере в Германии, там люди говорили, что приходили люди из Грозного и говорили, почему принимают чеченцев, показывали видео и фото Грозного. И что, Грозный разрушен был? А, что там хорошо сейчас ты имеешь в виду? Да, кстати говоря, это очень интересный вопрос. Судьи, когда ссылаются, что у нас тяжелейшая ситуация, материальная, с правами человека и так далее. Судьи говорят, ну как, Россия выделяет миллиарды долларов, миллиарды рублей, там супер все цветет и пахнет и так далее. И ссылаются на официальные данные России.
Россия может врать обо всем. Про сбитый Боинг, про отравление Скрипалей, про захват Крыма, целую войну, целую армию послать. Но Россия не может соврать, что она выделяет миллиарды, эти миллиарды не разворовываются и доходят. И немцы это верят. Понимаете, какая ситуация? Это просто ужас, что. Вот для этого мы проводили сегодня митинг. Да? Сегодня вот, как у меня не зависло, работает. Хочу сказать по поводу сегодняшнего митинга, который был проведен. Да? Это тоже очень важно. Так, сегодня, 1 июля 2019 года, нами была организована акция против депортации, выдачи чеченцев на явные нарушения прав, на пытки и смерть преступную Россию. У акции сегодняшней приняли участие десятки человек. Я очень доволен результатом акции. Я хочу выразить благодарность, я и там выражал, и сейчас выражаю всем, кто туда пришел, всем, кто хотел прийти и не смог прийти, всем, кто нас поддерживал и не пришел, всем, кто придет в следующий раз на эту акцию. Огромное вам спасибо. Там мы пообщались, нашли единомышленников. Было очень приятно видеть всех вас, дорогие братья и сестры. Было все очень хорошо. На этот раз у нас была организованность, что очень хорошо, что это уже говорит о том, что мы уже умеем себя вести. Чуть-чуть расходились, быстренько собирались, когда только, реагировали, да, не так, чтобы ля и дочь. Быстро все четко было. Это говорит об организованности. Это тоже большое значение имеет не только для нас, а для окружающих, что видно, что вот эти люди организованы. А организованность на самом деле это наш конек чеченский. Как мы самоорганизовываться. Вот я прожил среди многих национальностей, как мы, я знаю, никто не может самоорганизовываться. И поэтому было все супер, все отлично, дал Бухастам. Были высказывания, есть видео, фото. По этому поводу я сделаю обращение. Я в парламент, как только сделаю видео, составлю обращение по этому поводу в парламент Гамбурга. Обязательно напишу от нашего имени, от чеченцев Германии, Гамбурга, которые тут проживают, которые незаконно депортируют, которым грозит реальная угроза, которые по политическим, идеологическим и другим основаниям покинули свою страну. Мы, европейцы, немцы, да, которые сейчас очень рьяно взялись за это дело, должны понять, что каждый человек, у кого хоть когда-то, даже в Первую войну, был убит родственник, брат, отец и так далее, этот человек находится в зоне риска, этих людей убивают, их незаконно осуживают, получают большие сроки, их унижают, избивают, оскорбляют, и они находятся все время в страхе. И некоторые структуры здесь говорят, а почему не уехать тогда из Чечни, живите, Россия большая, живите в другом стране, в другом месте. Во-первых, всегда надо на это отвечать, что Ичкерия это не Россия. Уехать из своей страны, мы не хотим уезжать из своей страны и жить в стране оккупанта, да. Даже если бы это был бы выход, да, который проще осуществить, чем добраться в Германию или там сидеть на границе с Польшей, то я, например, проживал в Москве, и я знаю безопасно. На моем опыте я могу со 100% утверждать, что это небезопасно. И вы все это прекрасно знаете. Все это нисколько не привлечение. В любом регионе, если у тебя есть политические взгляды, идеологические или религиозные, зайчиком где-то спрятавшись на квартире, надо кушать, надо работать, а работать нужно. Ты не можешь ничего сделать. И если ты регистрируешься, то автоматически ты появляешься в поле зрения, и с Чечни просто приходит. Надо понять, что Чечня это не отдельное государство. Они говорят, живите в России. Это единый информационный базовое пространство информационное,
которые находятся у ФСБ, у МВД, и они быстренько вычисляют, где ты. Даже если ты прячешься там и где-то там работаешь ночью на стройке, да, чтобы не беспокоить бюргеров, которых мы можем своим присутствием побеспокоить, и сказать, пожалуйста, исполняйте международное право, которое вы обязаны исполнять. И это не касается простых немцев, которые к нам очень хорошо относятся. Это и нисколько не умаляет, даже если это говорю. Но мы должны отстаивать свои права. И если у кого-то есть дети, у большинства не есть, надо кого-то в школу отправить. Да? Уехать просто так, одному прятаться, тоже не выход. Я знаю, что так люди живут. Днями не выходят из дома, живут в Чечне, живут куда-то, уедут там на иждивении у своих родственников, потому что он работать не может. Потому что он попал в списки. Все, он уже все, он подозреваемый. У него брата убили, и у него отца убили и так далее. И сегодня то, что мы сделали, это огромное дело. Это было несложно, как мы все заметили. Поэтому мы это должны проводить чаще. Скоро я еще раз анонсирую такое же мероприятие. Надо будет еще раз собираться. Это надо делать постоянно. Мы должны достучаться. Все, кто не смог прийти в этот раз, приходите в следующий раз. Кто смог прийти, еще раз приходите. Мы должны всячески напоминать о наших правах. Мы не просим нарушать закон Германию. Мы не просим никого ради нас делать то, что они не обязаны делать. Мы просим просто выполнять свой закон. И выполнять закон не только по букве, да, что вот там с России прислали, что в России там финансирование и говорят безопасно. Нет, надо выполнять закон по духу, по смыслу этого закона. Вот, пожалуйста, выполняйте этот закон. И мы должны об этом говорить. Так что очень хорошо, митинг мне понравился, все мне понравились, я увидел много лиц, новых лиц, с которыми я познакомился. И дай Аллах, еще много раз увидимся. И гражданское общество есть. Альхамдулиллах, я заявляю, чеченское гражданское общество в Германии есть. Надеюсь, в других странах мы тоже будем организовываться, в других городах Германии, в других странах будем самоорганизовываться, налаживать контакты и покажем, какая мы сила. А у нас, валлахи, без преувеличения, огромнейший потенциал. Вы даже не представляете, насколько огромный потенциал. Мне стоило просто в прошлый раз заявить, чтобы кадыровцы уходили с работы, да? Кадыров собрал всех своих и начал им объяснять, нахуй, короче, они говорят, что там кто уйдет со службы, будет наказан. Как будто они не знали, что они будут наказаны, как если у него будет возможность их наказать. Кто уйдет со службы, там это предательство, Путин по этому поводу заявил. Бедолаги, где должен шумшать, Валлахи, я царь с ними, Дудаев, вел себя именно так, как с ними надо вести себя. По-другому они не понимают. Хамбаи, сидаи, царь, их мнение считается, да, хумаячуныш. Ноль просто. Но с ядерной бомбой. Так что все отлично. Так, профаночный. Аслан, где видео этой акции на твоем канале есть? Нету его еще. Я только добрался. Вот сел сейчас, проведу стрим. И там будем с товарищами монтировать. Так, Уэйн Грецкий. Аслан, храбрый ночи. Респект и уважуха. Спасибо. Не, ну, обычный генерал, про которого говорил Дудаев. У нас таких миллион. Я самый последний из них. Игорь Простой. Аслан, есть вопрос. Евреи для создания своего государства ехали в Иудею, а чеченцы бегут из Чечни. Это ведет к созданию Чечни? Нет, Игорь Простой, нет. Конечно же, это не ведет к созданию Чечни, так как Чечня уже создана. Государство у нас имеется. И этому государству 1000 лет. И там живут огромное количество чеченцев.
Но если бы сейчас Израиль установили бы террористический режим, который сейчас установлен Россией в Чечне, то я думаю, евреи тоже бы бежали бы. Это без сомнения. И русские бежали бы, и ты бежал бы. Все бежали бы. И этому есть объяснение. Но более того, чеченцы не все бегут. Не все бегут. И честь и хвала этим чеченцам. Я каждый раз подчеркиваю и говорю им огромное спасибо за то, что они не бегут и держатся. Да, сегодня что-то у меня с подсветкой. Так что, Игорь, все нормально. За нас не волнуйся, подумай о себе. Так, перемотаем тогда, друзья. Здравствуйте, Аслан, Роман Романов. Одного вашему народу желаю, если суверенитет, то бескровный. Вам и так горе пришлось хлебнуть. Спасибо, Роман. Спасибо. Полностью, искренне благодарю вас. И именно это нам и нужно. Мы уже хлебнули, мы больше воевать не будем. Все. Но мы будем добиваться своих прав. Даже если нас будут убивать, мы будем добиваться своих прав. И этот голос им не заткнуть. Не нарушая международное право, посмотрим. Здесь в Европе, да, в Чечне чеченцы в заложниках находятся. Но здесь в Европе у нас огромное количество людей, которые могут смело, открыто говорить. И даже если кого-то мы будем терять в этой войне, да, эта война, хотим мы этого или нет, они убивают и журналистов, и правозащитников, и людей, которые никогда в своей жизни не брали в руки оружие, и женщин, и всех, и детей, всех мы это знаем. Поэтому ничего удивительного, если кого-нибудь они нас тут убьют, мы в этом не видим. Но при всем при этом я считаю, что мы должны при помощи международного права решить эту проблему. Как это было решено в Косово, с Сербией, как Слободан Милошевича Милова просили пройти в Страсбургскую уютную камеру, где он скоропостижно после общения с русским врачом предстал Богу. И также, как когда-то были наказаны нацисты, мы призываем наказать этих преступников. И мы будем добиваться соответствия международного права. Мы воевали не показать, что мы супервоины, мы воевали за свободу. И если у нас нет возможности с оружием в руках это делать, это не значит, что цель, которую мы преследуем, она потеряла актуальность. Нет, она не потеряла актуальность и не потеряет актуальность. Мы, чеченцы, всему миру как маяки показываем, как надо бороться. И я знаю, что еще с древних времен всегда брались примеры свободолюбивости и стремления, как мы боролись за эту свободу. И в этой области мы академики. Вот мы не смогли там изобрести телевизор или iPhone, но мы смогли самое главное в этой жизни, на чем строится весь этот мир, все конституции, все государства, называются города и улицы в честь людей, погибших за свободу. Ставятся памятники, слагаются песни, легенды, пишутся картины борцам за свободу. И возносится, да, сама эта идея этой свободы, потому что без нее никак, без свободы никак. И мы вот основу основ в этом мире, да, у меня возникал вопрос, да, мне как задавали, а сколько у вас ученых, сколько у вас академиков? У нас академики свободы. Наш вклад в мировую копилку, да, мировая цивилизация развивалась со вклада всех разных государств, да. Это арабы внесли свою лепту, китайцы несли свою лепту, греки несли свою лепту, римляне несли свою лепту. Сейчас вносят лепту свою западная цивилизация, там, да, Америка вносит, Япония вносит свою лепту, вносила, Ирания вносила, кто-то больше вносил, кто-то меньше. И мы, чеченцы, всегда говорим, что мы вот такие особенные, что мы ничем не хуже других. И это так. И когда возникает вопрос, а что мы внесли в эту мировую копилку за все эти 1000 лет, да, существования Земли? Что мы внесли? Я могу сказать, за последние 400 лет, которые нам известны, может быть, есть еще и другие вложения, наши историки, когда Россия развалится, достанут артефакты, и мы это узнаем. На сегодняшний день, я могу сказать, самое главное на этой земле – это свобода для всех народов. И наши лидеры являются гордостью для других стран. Стран Балтии, стран Советского Союза, да, последнее время, то, что мы видели, европейских стран.
А, у нас есть академики не математических наук, не биологических наук, эликсир молодости мы не изобрели, но мы стали академиками. Дудаев президент, Абдурахманов Тарханов, писатель, политолог. Это все люди академики. Аслан Масхадов и другие люди, это академики от науки свобода. Вот этот наш вклад мы сделали. И нам нужно продолжать и ничего не остановить, потому что если этого не будет, без свободы чеченец не чеченец. Без свободы чеченец становится Владиславом Сурковым, Доку Заугаевым, Русланом Хазбулатовым. Это люди, которые отказываются от свободы. А те, кто не отказывается, даже если он другой национальности, мы его приглашаем к себе, и если у него есть такие же взгляды, как у нас, мы его делаем своим лидером. Как имама Шамиля, допустим, мы делали. И так все кавказские народы. Кто-то сейчас меньше, кто-то устал, сдался в какой-то степени, но герои есть у всех. И не только чеченцы, я имею в виду, вся кавказская наша нация. Мы носим вот такой вклад в развитие человечества. И у нас, знаете как, Роман, есть, вот вы мне сейчас говорите «здравствуйте». Здравствуйте, это желать здравия, да, как мы все знаем. А мы, чеченцы, когда друг друга видим, говорим, когда приветствуем друг друга, говорим «маш вогиль». Приходи свободным, это значит. Я ни у одного народа этого не слышал. Приходи свободным. Когда человек уходит, мы говорим ему «маш ойль», «маш гойль». Оставайся свободным, да, живи свободным. И если убрать у нас это, мы станем кем угодно, но не чеченцами. Поэтому у нас нет другого выбора. Мы слишком много заплатили, чтобы сейчас отказаться. Конечно же, мы продолжим. И даст Бог, я очень на это надеюсь, бескровно, цивилизованным путем мы придем к этому. А то, что все от нас зависящее, мы сделаем. Да, Аллах. Так. Алена Павленко. Такой маленький клоп этот пуйло, а столько вони на весь мир. Но видите, это же не один пуйло, как вы сказали. Это же коллективный Путин. Русские, они имперцы. И русским надо и жить из себя, как немцы изжили из себя нацизм, величие. Так, поехали дальше по вопросам. Профан Эйнштейн. Аслан, Кадыров на днях собрал своих коллаборантов и изрыгал светом всей мудрости речь насчет вас, чилийцев. Прокомментируй, пожалуйста. Я вот только что сейчас комментировал. Да, собрал. Я в прошлый раз предложил всем кадыровцам, которые есть, у которых есть сострадание к своему народу, жалость к своему народу, понимать, куда ведет вот этот преступный режим. Это сталинский такой большой террор. Это потом будет вспоминаться, знаете как? Как сейчас вспоминает Сталин. Это даже не обсуждается в чеченской среде, что сталинский период большого террора это был самым страшным временем для всех народов. Да? И сейчас же то же самое будет продолжаться. И будет вспоминаться. И все, кто принимал в этом участие, они будут нерукопожатными, будут токсичными. И их дети будут скрывать, что их отцы были вот в такой структуре. И если нет жалости, сострадания, то хотя бы из чувства инстинкта самосохранения люди должны уйти из этих органов. Уйти и приехать сюда. Приехать сюда, если вы располагаете фактами преступлений, я говорил и еще раз говорю, я обещаю всячески пока помочь. Если вы доскажете достаточно информации, которой вы владеете, а преступления там совершаются всеми вот этими преступниками, эти люди здесь получат политическое убежище. И с большой вероятностью, если по фактам ваших показаний будут возбуждены уголовные дела, слава Богу, сейчас ОБСЕ занимается, создан московский механизм. Мы все можем очень хорошо воспользоваться, вы все можете этой ситуацией очень хорошо воспользоваться, обратиться туда, и мы вам поможем всячески. И вы получите защиту. Мы приложим все к этому усилия. Да?
Конечно же, это небезопасно, вы должны понимать, на что вы идете. Кадыров очередной раз предупредил, что если вы уйдете, вас будут убивать. Убивать и вырывать пальцы, ломать пальцы, вырывать языки, только это они умеют. Но вся проблема в том, что они тоже смертные. Да? Они хотят нас испугать смертью, а сами тоже смертны. И они, я вас уверяю, боятся больше смерти, чем мы боимся. Если бы они не боялись бы, я бы не стал бы убивать людей ради того, чтобы сохранить свою жизнь. А они убивают этих людей. Понимаете? Другое дело, когда на меня нападает, я убью этого человека. Я имею в виду, чтобы вот этот пост сохранить, прийти к этой власти и сидеть на этом посту, убивать людей ради продления своей жизни. Поэтому вот как только я сделал это обращение, сразу же выступил Путин, как это нескромно будет звучать. Путин сказал, что самый большой грех, это самое большое преступление, это предательство. Ну, конечно, не как, он сказал, не новичком это надо делать, как бы по-другому. Значит, будет новичком делать, раз он так говорит. И поэтому и сразу же выступил его этот Малюта Скуратов, его верный палач, который на самом деле бедолага, знает, который конкретно не понимает, что он творит. Да? Но у него другого выбора нет. Это уже все, человек, который должен делать. Просто, да, позвать, он собрал вот эти все свои головорезов и сказал, только один кто-нибудь попробуйте уйти. Там сидят какие-то там в Европе, там что-то говорят. Да, сидим и все записываем, не волнуйся. Не только вы на нас дела заводите, мы на вас тоже дела заводим, не волнуйтесь. Так что боятся, вот что могу сказать, прокомментировать. Боятся и не уверены, что вот его окружение останется верным в час X. Оно не останется верным, потому что если там чеченцы, а там в основном все чеченцы, да, чеченцы это никогда не будут на стороне несправедливости до конца вот поддерживать ее. Да, когда тебе делать нечего, у тебя безвыходная ситуация, может кто угодно, что угодно делать. И это является смягчающим обстоятельством, надо признать. Даже если его заставили убить человека, но его вынудили это сделать, это является смягчающим обстоятельством. Конечно же, если его там вынудили, он продолжает служить и дальше убивать, это, конечно, уже это освобождает от смягчающего обстоятельства. Но если он это вынужденно сделал, а потом сбежал, и потом сделал все возможное, чтобы минимизировать потери от того преступления, в котором он принял участие, для него это является смягчающим обстоятельством. И все юристы, Следственный комитет, милиция, полиция, прокуратура, суды, которые там есть, да, вы все прекрасно знаете, если вы меня увидите, меня смотрите, вы все прекрасно знаете, что вы делаете. Вы же юристы, вы все прекрасно понимаете. И я призываю просто уйти тихо, дома остаться, или приехать сюда, если у вас есть информация. Давайте по этому поводу проводить работу. Мы же законники, мы же должны все делать по закону. Так что вот такие вот дела. Поехали дальше. Так, Джохар Дудаев будет блокировать за оскорбление по межнациональной розни и обсуждение Тумсо. Правильно? Ну, за Тумсо блокировать не надо, Джохар. За оскорбление межнациональной розни, конечно, блокируй, а за обсуждение Тумсо не надо. И просто, если там какие-нибудь там провокаторы, то, конечно, их да, а так, чтобы кто-то что-то сказал, сразу блокировать не надо. Будьте благоразумны. Так. Кингом Шульц. Аслан, походу тебя, как и Басаева Шамиля, считают невменяемым, и поэтому не хотят вести какой-то диспут со стороны марионеток и оккупантов.
Почему? Почему? Ну, большая честь для меня, что меня сравнили с Шамилем Басаевым. Но Басаев Шамиль был абсолютно адекватным человеком. Абсолютно. И с ним не вели переговоры, но в Буденновске, как мы знаем, с Шамилем разговаривал Черномырдин, да, потом, который хотел ему потом устроить засаду и хотели убить всех вместе с заложниками. Поэтому, кто хочет, я не знаю, о каком диспуте мне говорить с марионетками. Ни с оккупантами, ни с марионетками у меня только может быть один диспут. Наказание виновных и деоккупация моей страны. Это все, что я могу сказать. Мне больше нечего с ними говорить. Для того, чтобы говорила власть с ними, у нас есть Ахмед Закаев, у нас есть правительство, у нас есть Хусейн Исханов, депутат. Это представители нашей власти. Я не представляю Ичкерию. Я не являюсь представителем Ичкерии. Поэтому со мной что вести, кто я такой? Я обычный блогер, я обычный правозащитник, который рассказывает то, что вижу. И если кто-то со мной не согласен, пускай он на меня подаст в суд. Я именно в таких рамках с ними разговариваю. Я никого не призываю даже их убивать. Даже Путина я не призываю убивать. Хотя я был бы рад, если бы он сейчас сдох. Это тоже правда. Я говорю правду и то, что думаю. Поэтому что со мной разговаривать? Тем более марионетки. Что с марионетками, говорит? Был бы какой-нибудь русский оккупант и обосновывал бы. Было бы интересно с ним разговаривать. Сказать там, да, давай поговорим, ну что ты видишь. Вот, например, там есть у них этот сумасшедший Гиркин Стрелков, который обвиняется в военных преступлениях как в Украине, так и в Чечне. Сейчас он объявлен там участником сбитого Боинга, да, причастного сбитого, обвиняемым он сейчас идет по этому делу. Малодушно не назвали Путина, но Гиркина. Вот с Гиркиным я бы хотел поговорить, да, он какой-то такой бред сидит с умным видом там, рассказывает. Я бы хотел, вот, к чему ты идешь, что ты строишь, великую монархию ты строишь, великую империю ты строишь. Вот с ним можно было бы сказать. Да, это враг, абсолютный враг. А с марионетками, там, с коллаборантами, что с ними говорить? Я не вижу никакого смысла. Ну, есть только пропиариться, так, чтобы, да, лайки, чтобы просмотры были, чтобы там нас больше увидели бы. Только так. А то, что они считают неменяемыми, да, тоже очень интересный вопрос. И когда создается информационное поле, ты видишь, как оно создается на протяжении 10-20 лет, ну, всей моей сознательной жизни, я это наблюдал, создавалось информационное поле. Обычные борцы за свободу, ну, это ну, в законе так. Это не я говорю, я это не придумываю. Это право говорит, международное право говорит. Эти люди борцы за свободу. Я жил далеко от этих мест, и я со стороны это видел очень хорошо. И эти люди борются за свою свободу. Потом их как-то манипуляциями, информационной этой пропагандой, мы же все знаем, как делается. Украинцы подтвердят. Да, нет худа без добра, как говорится. Но благодаря тому, что Россия напала на Украину, сейчас украинцы прозрели. И если 20 лет они будут говорить, что Крым это добровольно вошел, и что Украине фашисты, это не значит, что Крым вошел добровольно, и украинцы фашисты. Только один факт, то, что они выбрали себе еврея, иудея, как я предполагаю, говорит, что этот народ вообще не нацисты. Вообще даже рядом не стоял. Но если они будут 20 лет говорить, это не значит, что наша борьба за независимость перестала быть таковой, и я невменяемый. Извините, но есть международное право, его надо соблюдать. Все. И ничего не изменится, если ты нарушил и потом сделал другую реальность. Они и хотят изменить реальность. Они не могут изменить ее у меня в голове. Они не могут изменить ее у тысячи других чеченцев, у десятков, сотен, миллионов украинцев. Сотен тысяч чеченцев они не могут изменить. Кто-то, да, смирился, и надо как-то выживать. Но они даже не изменятся. Среди кадыровцев есть люди, которые прекрасно все понимают. И для чего нам каждый день показывают? Почему здесь Меркель не показывают каждый день? Что она там, я извиняюсь, туалет открыла, что она там мостик какой-то открыла, школу какую-то открыла. Почему она Меркель не говорит? Меркель это канцлер самой мощной, сильной страны в Европе. Почему я нам каждый день не показываю? Потому что в этом нет необходимости.
А есть необходимость показывать какого-то юриста, который каждый день, который там, я не знаю, сейчас он диссертацию какую-то написал, да, там профессор, академик, человек, который, ну, каждый день нам его показывают. У вас не возникает никакого диссонанса, да, что что-то не то. Для чего нам его каждый день? Это пропаганда. Я открою. Это только для этого делается. Нам надо заполонить информационное поле, мы все время должны говорить. Но это работает на быдло. На чеченцев, и не на чеченцев, на здравомыслящих людей это не работает. Даже если человек играет по их правилам, это у него в голове отложено, что это все не настоящее. Они не могут изменить реальность. И если я невменяемый, я не поменялся на их реальность, которая сейчас уже выявляется, что все-таки она нереальна. Уже другие в мире начали говорить. Американцы сейчас говорят, европейцы говорят, украинцы говорят, страны Балтии, да, европейцы. Другие говорят, что это преступный режим, что они сделали геноцид. У нас есть документальные, у нас есть трупы. Что мы с этими трупами должны сделать? Мы сказать, их не было. Построили там 4 дома на места массового захоронений, на какую-то там мечеть, которую обозвали самой большой в Европе, что тоже неправда. И все, и все, и теперь реальность изменилась. Нет, реальность так не меняется. Реальность, она реальна. Она, именно поэтому у нас канал «Реальность», понимаете? Мы говорим «реальность». И если они этого не понимают, ну, хотя все понимают. Так что вот так вот. Так что я готов быть невменяемым. Аслан, готовь антиновичок. Скоро Рамзан будет устраивать несчастные случаи тем, кто много знает, и коллаборанты пойдут к вам рекой. Профан Эйнштейн. Да, я знаю. И открою небольшой секрет. Ручеек уже идет. И уже давно идет. Все изменится. Как найти в том-то и дело, что масса не встанет? Так, Шудейда, ассаламу алейкум. Ахам, ва алейкум салам, Шудейда. Ахам, я тебе, Джахар. Нет, он не агент. Вот за него я могу тебе гарантировать. Как за любого своего модера и многих других людей, этот человек не агент. Так. Ковбой Анимал. Ты мусульманин или христианин, говорит ковбой Анимал. Ты это кому задаешь вопросы? Так. Я использую Google переводчик, извиняюсь. Ковбой животное, да, у тебя здесь ник? Ты вроде американца, я так понял. Ты только что писал, смотрю этот стрим и делаю то знаю, как жить спокойно, типа не лезть в это. Да, ты понятно, ты сейчас уже претендент на бан. Так, Профан Эйнштейн. Аслан, готовь антиновичок. Ну вот ты много уже написал, я это уже читал. Делитесь видео, Ичкери Лайв, делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Хамзат Килу, Аслан, хун цахила Аллах, ларвойл хава. Но вдруг, если что, всю важную информацию скопируй и отдай кому-то, ближайшему, друг или родственнику, чтобы не пропало все. Аллаху ларвойло, да, конечно, у нас все нормально. У нас все нормально. Конечно, избавление меня не изменит вообще никакой ситуации. Я здесь, ну, роль выполняю минимальную, так что все сохраняется. Так. Ахам. Асан, ты хоть кого-то знаешь, модерса? Конечно, знаю, да.
Умар Али, стрелков писали бы в Чечне и похищение. Да, Гиркин его настоящая фамилия, это матерый убийца, претендент на Гаагу. Конечно, сейчас у него и по другому делу, такой загнанный матерый террорист. Конечно же, мы его будем привлекать, но, как я имел в виду, можно как с этим бандитом, с противником, с ним поговорить. Да, интересно мнение бандита. Я с многими бандитами по роду своей деятельности, своей работы занимался, общался с разными людьми, и в том числе с бандитами, с преступниками. И мне было бы интересно узнать его мнение. И мне нравилась, да, своя работа, я общался с преступниками. Там есть не глупые люди, но они бандиты. Так, так, я перемотаю. О, далеко мы ушли. Так. Как найти? Аслан, ты успокоил меня и нас тем, что у тебя есть тыл. В плане инфо не только в тебе. Да, не волнуйтесь, все нормально, господа. Российскую Федерацию искипал Джанкус. Российскую Федерацию официально надо переименовать в Мордор. Да, конечно. Ну как, пускай что хотят переименовать. Андрей Лебедь, Аслан, Гиркин имперец, посмотрите его канал, у него одна Великороссия на уме, его союз с Клочковым вообще попахивает новым красным террором. Да, это абсолютный преступник, да, это такой идейный убийца, сумасшедший просто, абсолютно психически нездоровый человек. Так, Николай Новоросов заблокирован. Правильно, вот с новоросами тут только так. Здесь кто украинца обидит, сразу получит бан. Горец, братья во веки веков. Ассаламу алейкум, аслам. Барка, брат, за все, что делаешь, все благ тебе, береги себя. Ва алейкум салам, дерес фуль. Так, Игорь простой. Опять 1,5 часа ни о чем. Господа, надо брать пример с евреев. Да. Ну, что ж ты 1,5 часа сидел, да? По работе, да, я так понимаю, Игорь? Ты тут умничал и так, и сяк. По работе. Ну, я надеюсь, на каждой стриме 1-2 статьи вашего преступного уголовного кодекса я наговариваю. Поэтому давайте вы будете своими проблемами заниматься и возбуждать свои дела против меня. Так, так, вернулись мы в эфир. Так, видно, да? Уже 1,5 часа прошло, люди дорогие. Так, все, виснет. Господа, ну 1,5 часа у нас прошло. Давайте не будем друг другу надоедать, чтобы я вам не надоел. Выйдем в эфир, наверное, в среду. В эту среду все будет все нормально. В среду выйдем в эфир и в 9 часов по европейскому времени, 22 по Москве. Ну, будет анонс, все как обычно. Всем спасибо. Гамбурга тоже были. Огромное вам всем спасибо. Мы все делаем для себя. Это все наши права. Кроме нас их никто не будет отстаивать. Делрейс Хушин Масана. Ассаламу алейкум. Андрей Малашицкий. До свидания.